Рустам. Я прошу вас, чтобы найти мой брат. Мой брат пропал 15 числа, утром 5:30. Он каждый утром уходит на работу, как обычно. Я думаю, на работу пошел. Я тоже потом встал, на работу пошел. Ну я потом звонил часов 10, но брат был, телефон был выключен. Я думаю, ну попозже сам звонит. И он потом звонил. До обеда звонил, уже трубку не берет, брат. Телефон выключен. Ну я потом часов 6 я приехал из работы, но дома тоже нет. Где я все друзья звонили. Ну и потом, где он работает, тоже я там искал. Ну там тоже все люди спросили, они тоже сказали, нет, утром сюда не подходил, может я не заметил, может приехал. Они все так. Мой брат работает дворником. Адрес знаете? Мы живем в городе Дубне, Московская область. Там улица Октябрьская, дом 1, квартира 7. А брат тоже со мной живет, но работает в другое место. Мой брат документ был, который он пропал, в этот день, может, документ забыл дома. Ну потом шел на работу. Он 17 числа, он должен быть уехать нашим городом, Жан. Жена есть, 3 детей. Он здесь почти больше 2 года работает. Когда он последний раз приехал в Россию? Последний раз, ну точно я не знаю, он больше 2 года работал здесь. Ну домой не ездил после этого? Нет. Он сейчас собирался домой поехать. Да. Он домой уезжает, мой еще меньше брат есть. У вас не были подозрения с какими-то, может быть, течениями там исламской группировки? Нет. Иногда связи. Ну, может быть, на сайте, там, в Одноклассниках. Ну, Одноклассник есть, Вайбер тоже были, тоже были. Ну, вы не заметили так, где-то, может быть, с кем-то, с какой-то группировкой он общается? Вот есть группы там, которые вербуют людей. Нет, я такой не видел. А вот если не секрет, он вот 2 года не был в Таджикистане. С каким-то женщиной мог он общаться, правильно же? Ну, знакомство были, но Ну, я не знаю, вот я с ему с братом живу, почти 5 месяцев. Вы вместе живете? Да. Жили? Да. Он ночью никуда не ходил. Может, утром куда-то ездил. А что может произойти, когда вот все хорошо, прекрасно, он не какие-то исламские течения, не какие там группировки, значит, не какой-то женщине он отношения нет. А куда он мог пропасть? Нет, не знаю. А он за что вот 15 дней с женой поругался. жена, которая в Таджикистане? Да, да. Она звонила, и что она требовала от него? Просто поругался, не знаю, в чем проблема. Вот у него, получается, жена и 3 детей. Да, просто... Может, он деньги не отправлял домой? Нет, каждый месяц он отправлял. Зарплату давали ему Да, постоянно? да. Вот он работал дворником, зарплату получал? Да. И после того, когда вот по вашей информации, что получилось, чтобы жена звонила, после этого, значит, у него получался, соответственно, он не настроен был к хорошему. И, в общем, он решил уйти. А куда уйти, даже он не сказал, да? А вы не звонили супругу, не спрашивали, о чем у вас был разговор с моим братом? Что вы говорили? Вот сноху звонил, нет? Янгашку звонил ты? Я звонил, ему сказал, я Янгашке звонил, что вы за разговор? сказали? Да. Ему сказал Янгашке, сказал, я ничего не сказал. Когда он меня ругался, я сказал ему, не надо меня ругаться. Ну, как говорят. Ну, примерно так было, да. Примерно так. Уже 7-й день, 8-й день уже он так, его нет, правильно? Да, всегда уже. Мой дом. А на работе вот хозяин, работодатель спрашивал? Да, он тоже ищет. А в полиции в местном районе, вот, который там живет, удобно, там передавали бумагу или заявление Да, они писали? через 3 дня на заявление принят. Да. Он вчера Ответа уже нет, пишет. да? А в морг ходили, в больницу? Да, я сам везде мог смотрел. Нигде его и нет. Нет. Документы остались все у вас, правильно? Да. А как могу? А он пил, если честно, вот так иногда пил? Нет, не пьет. А почему документы? Значит, кто-то приехал, забрал, если документы дома, у вас вещи дома. Он не мог просто уйти. Кому-то он денег должен был? Нет, он через перед
5 дней он деньги получит, ваш зарплату. Он все там стоит в кармане. Как в кармане, в доме. Да, Он даже денег с собой не взял. нельзя. Ну, может, взял 300-400. Хорошо, давайте мы так сделаем. Значит, то, что вот мы говорили с вами, вы написали об этом заявлении, вот фотографию вашего брата. Значит, мы ведем информацию, и наш есть, значит, сайт, на сайте, на других, соответственно, сайт интернет, который есть. Разместим благодаря вашему выступлению. И начинаем все вместе искать. У нас будет информация, если мы получим, значит, мы вам сообщим. Если вы получаете информацию, вы нам сообщите. Мой брат Рахматов Азамат Садыкович, 29 лет. Ищем уже 8 день, да? Да. На этом день он утром вышел на работу, вот все, уже не вернется. Ну, кто-то видит, звонит нашим, это 02, полиция или еще. И помогите нам.